Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Сёлетняя выбарчая кампанія спарадзіла шмат пытанняў да прадстаўнікоў выбарчых камісій і да цэнтр выбаркама ў прыватнасці. Мы датэлефанаваліся да старшыні цэнтральнай камісіі па выбарах і правядзенні рэферэндумаў Лідзіі Міхайлаўны Ярмошынай, каб задаць пытанні і атрымаць ад яе адказы. Добрый дзень, Лідзія Міхайлаўна. Добрый день. Лидия Михайловна, давайте пачнем, может быть, с учорашняй навіны. Я думаю, что вы бачили яе. Гэта пра такая прыгожая фотка 3 жанчын і інфармацыя пра аб'яднанне 3 штабоў. Аднаго кандыдата ў прэзідэнты і 2 прэтэндэнтаў, якія так і не сталіся зарэгістраванымі. Вот ваше стаўленне да гэтай іх ініцыятывы? Дело в том, что это все в рамках закона, он не регулирует такие вопросы. У нас нет предвыборных штабов. Люди, участвующие в выборах, вправе кого угодно приглашать под свои знамена, если их цели, их взгляды совпадают. Ну, у дадзеным выпадку я, может быть, цікавіўся вашей реакцией на эту информацию, нават не столько як, может быть, старшыні ЦВК, а як вот просто жанчыны. Я памятаю, вы ў свой час так вельмі пазітыўна ставіліся до того, что жанчына Татьяна Караткевич заявила про свои прэзідэнцкія амбіцыі, вот, что жанчына пайшла ў вялікую палітыку, а тут 3 жанчыны. Вот просто ваше такое человечее. Ну, во-первых, Караткевич участвовала в выборах как кандидат. Она человек серьезный. Что же касается вот этого объединения, то оно носит скорее рекламный характер. И на итоге выборов оно никак не влияет, не считая того, что Тихановская у нас участвует как кандидат. Но вы же знаете, у нас, по сути дела, она не хочет быть президентом, она участвует ради любви. И вообще все участники говорят о том, что участвуют в выборах, чтобы провести новые выборы. Так что цели избрания президента здесь нету. Дарэчы, калі ўжо працягваць, можа быць, тэму, ну, с аднаго боку і выбараў, але з другого боку такую жаночую тэму. Вот прагучала учора такая ініцыятыва ці проста думка наконт таго, каб прапісаць у Канстытуцыі, што кіраўніком прэзідэнтам Беларусі можа быць толькі той чалавек, які праслужыў у арміі. Як вы лічыце, вот, ну, сапраўды, ну, уявім сабе, што сапраўды зададуцца такой мэтай прапісаць вот менавіта так. Наколькі гэта адпавядае і выбарчаму заканадаўству, і, ну, я не ведаю, феміністычным нейкім, чалавечым нейкім нормам? Ну, я думаю, что тогда нужно и женщин в армию призывать, как в Израиле. Больше никак. Я думаю, что это не соответствует международным стандартам, и, естественно, это норма, которая ограничит участие в выборах значительного количества граждан, потому что можно быть и мужчиной, и в армии не служить по самым разным причинам, и религиозным, и в связи с состоянием здоровья, поэтому... У меня подобная инициатива одобрения не вызовет. Ну да, потому что, тем больше, что учора у социальных сетках такая была с боку жанчын реакция, якія писали, а давайте пропишем у Конституции норму, что той, кто не нараджал дитя, то и не может быть президентом. Ну вот, безумовно, да. Ну, а здесь тоже есть же и медицинские причины. Конечно, разумеется, человек, который служил в армии, он более дисциплинированный и зрелый. Женщина, которая родила ребенка, это тоже уже взрослая женщина. Все-таки она никогда не повзрослеет, пока не родит по-настоящему. Поэтому это, разумеется, все влияет на личность кандидатов. Но записывать это в закон нельзя. Вернемся до актуальных падзей. Вот уже который день, я думаю, что и сёння таксама будуць прыходзіць у цэнтр выбаркам людзі, якія нясуць скаргі. Іх там уже некалькі тысяч, наколькі я ведаю. Ці паралізуе работу цэнтр выбаркама такая актыўнасць людзей? Ну і вот, калі так па шчырасці, ці ёсць сэнс у гэтых абскарджваннях? Ну, во-первых, сразу же могу сказать, что сенса никакого нету. Абсолютно. Эти обращения не имеют никакой юридической перспективы. И об этом уже Центральная комиссия дала общий ответ. Что же касается прихода в Центральную комиссию, то, конечно, в первый день, это было 15 июля, деятельность Центральной комиссии была практически парализована.
потому что это было даже не подача заявлений, это была такая вот протестная композиция, которая маскировалась под подачу заявлений. Именно поэтому Центральная комиссия приняла решение о том, что впоследствии все обращения в Центральную комиссию будут только по почте. Обычной почте или электронной. Их очень много. Я могу сказать, что они абсолютно одинаковые. Там ничего нет другого. Поэтому мы все сейчас тоже полупарализованы. Вскрываю конверты и просматриваю содержимое даже я. Угу. Ну, то есть нема такого, что калі вот вы зараз сказали, что нема сенсу в этих обскарживаниях, что листы приносят, а их сразу там отправляют? Нет, но значения, смысла нет. Но на макулатуру их не отправляют, если вы об этом. Ну так, я про это и хотел спытаться. Все ж таки доводится читать и переглядать. Да. Ну, я так разумею с ваших слов, что вот мне было такое пытанне падрыхтаванае, але ці мае сэнс яго задаваць у тым сэнсе, што вы фактычна адказалі, што я так разумею, што па выніку гэтых скаргаў незарэгістраваныя прэтэндэнты наўрад ці змогуць атрымаць рэгістрацыю кандыдатамі ў прэзідэнты. Ну і ввогуле, ці ёсць такая махчимость еще выше? Только по решению суда, больше никак. Угу. Скажите, вот нам задают так само пытанне наши слухачи, калі у дзень выбораў які-небудзь дзяржаўны орган забярэ кандыдата у СІЗА і будзе апрацоўваць хадайніцтва аб падпісанні дакументаў на працягу 3 дзён, то атрымліваецца, што ніхто ў Рэспубліцы Беларусь ніякім чынам не зможа аспрэчыць вынікі выбораў. Ну, знаете что, я не отвечаю на гипотетические вопросы вообще совершенно. Когда будет реальная ситуация, мы будем ее разрешать. Зразумела. Вот так само пытаются, я уже адразу да іх, а потым да сваіх вярнуся пытанне. Кароткае пытанне. Ці будзе, калі будзе другі тур, ці будзе ў бюлетэні графа супраць усіх? Ну, в принципе, да, конечно. Вы уже отказывали на это пытанне, але тым не менш ўсё ж таки яго працягваюць задаваць, і я не магу да вас яшчэ раз не звярнуцца з ім. Ці ўсё ж таки наколькі апраўданая адмова ў рэгістрацыі Віктару Бабарыкі на падставе абвінавачанняў, якія не пацверджаныя судом да гэтага часу? Мы не по поводу обвинения ему отказывали в регистрации, а в связи с тем, что им не задекларировано имущество, и оно установлено. Поэтому тут решение и приговор суда не требуется. Мы все документы, все декларации рассматривали на основе писем, которые подавали соответствующие компетентные органы. Мы же нигде не требовали приговор суда. Чем отличается Бабарык от остальных? Ничем. А ў такім выпадку, вот калі Бабарыка не указаў у дэкларацыі тыя сродкі, пра якія паведамляюць там следчыя органы, то чаму не ўзгадалі пра адсутнасць у дэкларацыі Светланы Тихановскай $900 000, нібыта знойдзеных пры обшуку? Во-первых, давайте не будем забывать, что $900 000, если они нашли у Тихановского, то их нашли в этом году, а декларация берет за прошлый год. И Бабарыке, кстати, ставятся в вину именно средства, полученные в 2019 году, а не в каких других. Зараз пра назіральнікаў. Вось на ваш погляд, ўсё ж таки, я так разумею, што назіральнікаў ад бдзіпча БСЕ хутчэй за ўсё не будуць, нягледзячы на тое, што запрашэнне наш МЗС даслаў, але адтуль ідуць словы пра тое, што у іх запозна даслалі, няма часу сфарміраваць групу, каб накіраваць у Беларусь. Ці страціць выбарчая наша кампанія, на ваш погляд, калі на ёй не будзе вось таких европейских замежных назіральнікаў? Ну, я могу сказать, что мне будет, конечно, намного проще, потому что международные наблюдатели отнимают очень много времени и такого маленького штата Центральной комиссии. Но мы к этому привыкли, мы работаем, у нас алгоритм есть. Утратит ли она в качестве? Ну, конечно же, утратит, не будет хватать какой-то краски, которая необходима. Так заўсёды ж эта фарба негатыўная, постоянно вас... Ну, тем не менее, она была. Она показывала, что государство открыто. Ага. Яшчэ пра назіральнікаў, ну ўжо таких наших унутраных. Вы дапусціце ўсіх грамадзян, якія захочуць быць назіральнікамі на ўчасткі?
Центральная комиссия допускает всех на свое заседание, кто выдвинулся надлежащим порядком. Что же касается остальных наблюдателей национальных, то если они будут выдвигаться в соответствии с законом, то они будут аккредитовываться, конечно, избирательными комиссиями. А калі гэта можна зрабіць? Вот магу я ўжо там, скажем, я, да прыкладу, ўжо сёння там ці заўтра пайсці акрэдытавацца на выбарчым участку? Конечно, участковые комиссии созданы. Просто вот кажуць нам про тое, что нягледзячы на тое, пишуць вот са штаба Бабарыкі, что у іх сярод іх прыхільнікаў пожадали акрэдытавацца ў якасці назіральнікаў летні 40 тысяч чалавек. Пры гэтым камісіі збіраліся один раз, ну там відаць А для того, чтобы аккредитоваться, не нужно заседание комиссии. Это вносится запись в журнал, все, на основе тех документов, которые принес человек. Единственное, что комиссии пока не дежурят. Они начинают дежурить с 24 июля, за 15 дней до выборов. Поэтому тогда пусть приходят. На данный момент там, собственно говоря, наблюдать еще нечего, нет заседаний. Ну, это зразумела, яны просто хочуць загадзя записаться. Ну, загадзя, вот, пусть приходят за 15 дней. А ці можа атрымацца такі варыянт, что я прихожу там в этот день, а мне кажуть уже, а у нас обмежеванная колькость, кольки у нас тут на участку может быть пока ничего не ограничивалось. Да, то есть не может быть, ну, в смысле, покуль что... Даже если оно ограничивалось, все равно аккредитовать их обязаны. Угу. Скажите, вот ваше асабістае такое вот стаўленне, ці чакалі вы такой рэакцыі грамадства на вынікі вот рэгістрацыі прэтэндэнтаў кандыдатамі, якая 14 адбылася, і як вот да гэты ставіцеся да такой рэакцыі? Ну, конечно, не ожидала, потому что это совершенно новое. И это не реакция громадства, а новая избирательная технология. У господина Бабарыка есть деньги. Он нанял квалифицированных политтехнологов. Не исключено, что заграничных. Они работают, поэтому, конечно же, наша центральная комиссия, наши избирательные комиссии, они просто-напросто к этому не готовы, потому что никогда не работали в подобных условиях. Тяжело нам приходится. А вот ваше асабістае меркаванне, хто стаіць за гэтымі пратэстамі? Ну, вот... Я думаю, что это те, кто пытаются таким образом поспособствовать освобождению, сейчас, по крайней мере, из-под стражи господина Бабарыка, и его участию в выборах. То есть вот гэта там ці штаб Бабарыкі, ці можа быць тыя куклаводы, як сказаў Александр Григорович з России, это их вот это, так бы мовить. Я не знаю, где находятся эти кукловоды, но то, что здесь нанятые работают квалифицированные технологии и применяются совершенно необычные для нашей страны технологии, по сути дела, это революция сетей. Все то, что сейчас происходит. Протесты сетей. Я вярнуся яшчэ раз да назіральнікаў, але зараз на замежных выбарчых участках. Вы ўжо патлумачылі, што, скажем, скарачэнне колькасці назіральнікаў у той жа самай, да прыкладу, Германіі, яно адбылося не з-за таго, што хтосьці тут вот Лідія Ярмошына гэтага захацела, ці яшчэ там хтосьці, а па жаданню нямецкага боку з-за эпідэміялагічнай сітуацыі і гэтак далей. Тым не менш, вот вам не падаецца такім дзіўным, што пад гэта скарачэнне потрапили менавіта прадстаўнікі кампании назирания «Сумленные люди»? Во-первых, нет такой компании, она общественная, она нигде не зарегистрирована, поэтому, знаете, все это, так сказать, очень условно. А во-вторых, я сразу могу сказать, когда со мной говорил посол Германии господин Сидоренко, что он сказал, что один из двух сокращенных в Мюнхене. Это, кстати, сотрудник консульства. Поэтому говорить, что попали только они, не приходится. Сокращено 2, один из них, что называется, от граждан, второй от посольства. Вось у нас пытаются, но тым не менш я памятаю, что вы не один, ну по крайней мере некалькі разоў і мне в інтэрв'ю таксама казалі про тое, что ну хочаце ўжо пайсці на пенсію і магчыма вот гэтыя выбары будуць вашымі апошнімі на працоўным месцы. Гэта жаданне яшчэ застаецца? Ну еще бы. Как никогда является острым. Но я сразу же могу сказать, вот в отношении всех призывов о моем увольнении, о моей отставке.
Понимаете, ко мне можно относиться по-разному, но у меня есть одно качество – обязательность. Если я 5 лет тому назад, то есть, извините, 4, дала согласие главе государства на работу в течение всего срока, я обязана проработать прежде всего и президентские выборы. Если как бы тяжело мне не было. Только безответственный человек, когда ему приходит и тяжело, он говорит: все, бросаю и ухожу. Так вот, как бы мне не было тяжело, я всегда выполняю взятые на себя обязательства. Поэтому я буду работать, пока не истечет мой срок, либо, скажем так, лицо, назначившее меня на эту работу, не предложит мне уйти с нее. Ну, атрымліваецца, што калі вот па тэрмінах, тэрмін, дарэчы, завяршаецца гэты калі? В декабре следующего года. Но я уже много разъясняла, что поскольку у нас уже в декабре, скорее всего, будет проходить местная избирательная кампания, она там не позднее середины января 22 года должна пройти. Поэтому, разумеется, на избирательную кампанию нужно как минимум 3 месяца. До этого люди должны вступить в свои обязанности. Поэтому я думаю, что мне осталось работать меньше года. А ці абмяркоўваецца, это я ўжо па ходу так арыентуюсь, ці абмяркоўваецца ўжо, хто можа быць вашим пераемником? Я думаю, что эта проблема будет решаться по мере ее появления. Конечно, ее никто не обсуждает пока. Лидия Михайловна, уявим такую ситуацию. Вот пройшоў гэты год, вы адпрацавалі, выйшлі на пенсію, шчаслівая, свабодная жанчына, і вырашылі прагуляцца па горадзе там, з сяброўкамі, кавы ў цэнтры горада выпіць. А там акурат вот чарговая выбарчая кампанія прэзідэнцкая, праходзяць нейкія вулічныя акцыі. І вот вас як выпадковага мінака затрымліваюць разам з усімі. Ну, пад руку потрапілі. Як тут часам здараецца, у нас і тут людзі скардзяцца на тое, што проста шоў з працы і патрапіў суд, суткі ці штраф. Вот ваша реакция. Наколькі вот вы можете допустить такую ситуацию? Никак не могу допустить. Во-первых, я никогда не пойду туда, где проходят уличные акции. Это видно издалека. И просто не подойду к этому месту. Поэтому я опять говорю, не говорите о гипотетических ситуациях. Все ж таки, вот вы, я ведаю вашу позицию наконт вулічных этих акций несанкцыянаваных. Як можно выказать, вот, по вашему меркаванню, свой, там, скажем, протест? Ці ёсць вот способ законны, на ваш погляд, у сённяшніх умовах? Ну вот калі вот не регистрация и люди не згодные, вот что им робить, каб и закон не порушить, и нечего домагчыся? Обратиться в местный исполнительный комитет с просьбой о организации такого мероприятия. Оно организуется в разрешительном порядке. Уже гучала прапанова до вас про тое, каб вы забрали с следчага комитета свою заяву на Сергея Тихановского. Не перадумали, не заберете? Ну, конечно, нет. Вот вы так принципово вырашили дотиснуть. Этот человек опасен для государства и общества. Это во-первых. И не по моему заявлению, а вообще по всем тем действиям, которые он предпринимал. Я думаю, что общество их увидит тогда, когда будет идти суд. Дарэчы, акурат таки прыгадаў, задаюць у нас пытанне. Вот учора у мяне в эфиры была прадстаўніца штаба Віктора Бабарыкі Марыя Калеснікава, якая казала, што вот мы зараз будем заклікаць усіх сваіх прыхільнікаў, каб яны абавязкова 9 жніўня ішлі на выбарчыя участкі, каб галасавалі, і будем прапаноўваць ім вот сфотаграфавацца, зрабіць селфі са сваім бюлетэнем, дзе яны пазначылі, за каго проголосовали, а потом гэта, ну, ці досылать им, ці там, может быть, в соцсетки выкладать. Это законно, ці не? Можно это робить? Дело в том, что пока идет день выборов, то есть 9 августа, до 20 часов это делать нельзя. В силу того, что это уже агитация. А агитация в день выборов запрещена. Ну, то есть чисто теоретично гэта можна зрабіць, але нідзе не выкладаць, нікому не казаць, а потом уже праз дзень там... Да. Ага. Таким чынам,
ці вот мы уже про это говорили, але ўсё ж таки ці заўважаеце вы на сённяшні дзень уплыў на беларускія выбары нейкіх знешніх гульцоў як с усходу, так и с заходу? Ну, я совершенно не ощущаю этого, но определить, ответить на этот вопрос могут только ведомства, представители ведомств, которые занимаются, ну, вопросами и собственной национальной безопасности, и внешними отношениями с другими государствами. Вы заўсёды выступали за тое, каб вот, ну, выбарчая кампанія была актыўная, цікавая, без, конечно, розных там перагібаў кшталту раздачы грэчкі выбаршчыкаў ці там несанкцыянаваных акцый розных. Тым не менш, вот вы за актыўнасць заўсёды былі. Як вы лічыце, вот тое, што такія актыўныя каманды, як той же самы Бабарыка, Цыпкала, выйшлі з гульні, вот засталіся тыя, хто засталіся, ці не робіць гэта выбары, ну, такімі нецікавымі? Ну, вы же сами сказали, что начали свои вопросы с сообщения о фотографии 3 наших Граций. И это, по сути дела, 2 представителя команд, вышедших из игры. Они не вышли, они собираются участвовать в избирательной кампании. Поэтому они самое главное, а не претенденты. По сути дела, королей играет свита. Зараз шмат, дарэчы, размоў пра тое, што вот усе штабы, усе кандыдаты, можа быць, было б добра, каб аб'ядналіся. Як вы лічыце, вот ці цікава было б, калі б усе аб'ядналіся і, там, скажем, на карысць, ну, я не ведаю, Светланы Тихановской, да прикладу. Вот это было бы знаете, цікава? Вообще это противоестественно. Люди участвуют в выборах для того, чтобы победить. А всякое объединение, что это? Это говорит о том, что кандидаты, участвующие в выборах, не нацелены на победу. Что они участвуют только ради того, чтобы кого-то поддержать. Понимаете, это принцип не олимпийский, это физкультурный. Ну, можа быць, яны зараз вырашылі, што яны ўдзельнічаюць дзеля того, каб дамагчыся найперш змены ўлады. Ну, скажем так, грубо, но так, как это кажуць. Они все участвуют, если вы почитаете и увидите их выступления, исключительно для того, чтобы назначить новые выборы. Так, да. Никто из них не хочет быть президентом, кроме одного лица, действующего президента. Только один, он хочет работать президентом, остальные не хотят. Они хотят новые выборы. Поэтому, если избиратель считает, что он может существовать в предвыборной кампании постоянной, если считает, что у нашего государства есть лишние $20 миллионов, более того, я скажу, 40 миллионов как минимум, потому что демократы на выборы деньги не жалеют. Это вот, так сказать, диктатура жалеет. А там уже пойдет по полной, что называется, финансирование. Поэтому если общество считает, что мы можем потратить эти деньги, ну, это их кандидаты или их кандидат. Ну, можа быць, яны ну, вы ж ведаеце гэтыя размовы пра тое, што вот мы не верым таму, як ідзе падлік галасоў пры гэтых выбарчых камісіях сфармаваных пры Лідіі Ярмошынай. Вы ж вот самы галоўны вораг, вы ж ведаеце гэта. Ну, я знаю, что я главный ворог, но это обыкновенная демонизация моей личности, которая идет долгие годы и которая не соответствует действительности. Центральная комиссия Лидии Ярмошиной вообще ничего не считает. Вот. Мы сводим результат, который считают в участковых комиссиях. В участковых комиссиях работают честные люди, которые в основном учат детей этих самых избирателей. Поэтому, ну, что тут можно сказать? Наверное, общее неуважение какое-то вообще, которое существует в обществе ко всему официальному и которое постоянно, что называется, вбивается в головы. Все то, что официально не верит, то, что неофициально, это истина. Поэтому я думаю, что это с этим связано. Вот калі прагучала вот апошні раз у інтэрв'ю, по-моему, Тутбаю ваши словы про там
пенсію, жаданне пенсіі. Там я чытаў такія каментары. Ну, раз Лідія Михайловна ўсё адно ўжо вырашыла, што гэта вот яе апошняя выбарчая кампанія, яна сыходзіць на пенсію. Вот взяла б она і правяла гэтыя выбары сумленна у адпаведнасці са ўсімі стандартамі бдзіпча БСЕ, рэкамендацыям гэтак далей. Ну і альбо зрабіла б вот такі прыгожы жэст на развітанне, альбо прадэманстравала, што вот, паглядзіце, і празрыста лічым галасы, паказваем вам кожны бюлетень. Нават, можа быць, на кожным выбарчым участку, калі яны знойдуцца такія жадаючыя, па назіральніку пакінулі начаваць, каб ён сачыў за этой урнай, што яе нікуды не украдуць, нічога не... Слушайте, Дмитрий, вы давно вышли за те вопросы, во-первых, которые вы мне прислали. Во-вторых, это опять-таки гипотетически. Я работаю честно, и я работаю в предлагаемых обстоятельствах и условиях. И действия мои направлены прежде всего на то, чтобы обеспечить интересы всех избирателей, а не только тех, которые придерживаются определенных взглядов, которые вы мне пытаетесь навязать. Не, я вам... Поэтому сразу же могу сказать, что какие красивые жесты. Я работаю достойно. И я думаю, что большое видится на расстоянии. Через год все смогут оценивать иначе уже. Ну да, часам так і здараецца, сапраўды. Я вярнуся да пытання, вот вы правильно указалі, якія я вам і даслаў, і пытанне, ці лічыце вы, што выбарчая кампанія ідзе сумленна і ўсе яе ўдзельнікі знаходзяцца ў роўных умовах? Я считаю, что в той или иной мере в равных условиях, потому что если кто-то из кандидатов, так сказать, ну, тут в данный момент можно говорить о главе государства, он пользуется преимуществами для освещения своей деятельности в государственных СМИ, то остальные все на всю катушку используют интернет-ресурсы. Более того, личности Бабарыка и Цепкала, которые были мало известны, за 2 месяца созданы интернет-ресурсами. Поэтому говорить о том, что кому-то чего-то не хватило, ну, как и госпожи Тихановской. По сути дела, обычные домохозяйки, о которой никто ничего не знал. Поэтому я думаю, что здесь можно говорить о равенстве, потому что нужно оценивать ситуацию в совокупности всех условий. Я выйду крыху за межы. Зараз у чарговы раз кіраўнік Беларусі сказаў, што яму вот не трэба як кандыдату ў прэзідэнты ўсе гэты час на дзяржаўных СМІ для прасоўвання сябе, рэкламы сябе як кандыдата. Але вот тое, што не будзе дэбатаў з удзелам Александра Лукашэнкі, ўсё ж такі цікавей было б выбарчая кампанія, як вы думаеце? Ну, дело в том, что дебаты с участием глав государств, наверное, все-таки проходят только в странах старой демократии. Может быть, в Соединенные Штаты пример тому. Как правило, уже везде, в том числе и в Российской Федерации, это доверенные лица. Если мы вспомним господина Зеленского, кстати, то единственное, что было в его копилке, это дебаты с Порошенком накануне 2-го тура. До 1-го тура ничего, кроме собственных интернет-ресурсов, в кампании не применялось. Поэтому я думаю, что тут в каждом государстве все производят по-своему. Что же касается дебатов, которые у нас пройдут, я думаю, что большей частью там будут участвовать доверенные лица и остальных кандидатов. Вот. Более зубастые, более, скажем так, говорливые, чем те, кого мы зарегистрировали. Ну і у сярод давераных асобаў Александра Григоровича таксама ёсць зубасты. Он той же самый Гайдукевич. Может быть... Я полагаю, не исключаю, что будет именно участвовать он. Якой рэакцыі на вынік выбараў вы чакаеце ад, ну, найперш ад заходніх краін, там ЕС, США? Ну, я ничего не могу ждать, я могу только надеяться. Надеяться на что? На лучшее, конечно. То есть на прызнанне вынікаў выбараў? Конечно. Тым не менш, ўсё ж таки вы бачыце ўсю рэакцыю і з захаду, якая ідзе там і на затрыманне таго ж Бабарыкі, і на, скажем так, затрыманне людзей на акцыях, на іншае ўсё такое, і ўжо гучаць у Еўрапарламенце словы пра увядзенне нейкіх персанальных візавых акцый. Вот ці не ёсць гэта ўжо прыкметай таго, што ўсё ж таки дастаткова негатыўная будзе рэакцыя? Это и есть примета вот того самого
самого международного давления, о котором вы говорили. Прежде всего это. Вот зараз вы чалавек свабодны ў тым сэнсе, што ну калі адкрыюцца межы, закончыцца гэты каранавірус, вы можете взять пашпарт і з томікам Хемінгуэя у Парыж на выходныя злётаць. Ну калі ёсць такое жаданне і магчымасці. А ці не выключаеце вы таго, што ўсё ж такі ізноўку будуць гэтыя спісы невыездных в ЕС, вы ізноўку яе патрапіце і вот не атрымаецца Парыж? Вы знаете что, и, во-первых, я в Париже уже была. Во-вторых, праздник, который всегда со мной, он и так со мной. Потому что для меня мир это прежде всего большая, хорошая литература. Это мой мир, в котором я большей частью живу, не считая каких-то рабочих моментов. Поэтому это является главным. Я всегда говорю, что главное это свобода духа, а не свобода передвижения или чего-то там другого. Что же касается поездок, то после смерти сына я вообще уже не езжу никуда, где не говорят по-русски. Поэтому, не считая возможных командировок зарубежных. Поэтому, вы знаете, меня как бы это совершенно не тревожит. Ну і другая частка майго вот это пытання, ці можна ўжо сёння прадказаць, вот вы чалавек уже ўсё ж таки вопытны, не адна выбарчая кампанія за спиной, прадказаць вынікі сёлетніх выбараў? Не знаю. Это пусть социологи предсказывают. Ну, социологи с одного боку кажут про 78% поддержки, с другого боку про 3%. Вот кому верить? Ну, это все заказное абсолютно, поэтому я даже обсуждать это не хочу. Я думаю, что настроение в обществе перед выборами, ближе к выборам, оно будет чувствоваться. И оно определит. А вообще организаторы выборов ничему не доверяют, кроме тех цифр, которые получают от местных избирательных комиссий. Что вы можете сказать тем, кто там может уже зараз говорит про магчимость протестов там ті 9, ті 10 жнівня, там про площу там теоретичную и так далее? Я могу сказать, что все протесты, если они не организованы в соответствии с законом о массовых мероприятиях, незаконны. И, естественно, государство адекватно ответит на них. Дякую вялікі. Тэхнічны момант пра вот працу выбарчай камісіі падчас у дзень галасавання. То есть гэта рашэнне пра тое, што прэс-цэнтр не будзе 9 числа працаваць, а вынікі абвесцяць толькі 10, яно застаецца ў сіле. Оно остается, но результаты будут все время озвучиваться и будут озвучиваться в режиме онлайн именно на интернет-ресурсах как Белтелерадиокомпании, так и других, потому что, полагаться только на один ресурс нельзя, поэтому это будет несколько ресурсов. Белтелерадиокомпания продумывает, как это будет осуществляться. Дякую вялікі. Я нагадаю, што у нас на сувязі па тэлефоне была старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына. Для вас працаваў Зміцер Лукашук. Слухайце і глядзіце нас. Дзякую. Всего доброго, до свидания.